справа 10 стрелок. Мы находимся в ресторане шашлыков, это рядом с бассейном Аду. Здесь интересная акция проходит здоровое питание. Будут учить молодых людей готовить, к сожалению, не все умеют. Сейчас мы камеру отправляем главному шеф-повару ресторана шашлыков. Здесь 1-10 класс. Сейчас он будет на практике учиться, как можно быстро, вкусно для себя приготовить. Будем готовить картофельные чипсы. И дополнительно гарнир с рис с овощами. И дополнительно будем готовить соус пика овощной. Вот. Сейчас начнем. Тогда со стейка. Пока пусть стейк там замаринуется, простоится там. Все готовы, да? Одевайте перчатки. А какой стейк должен? Из курицы. С курицы. Ага. Да, более... Ну, желательно из курицы, потому что там поменьше жиров, да. поменьше холестерина. Больше белка. Да. И он легко усваивает, более белое мясо, которое легче усваивается, и пользы больше. Ну, красное мясо тоже хорошо. Не надо от него отказываться. Да, рыбу можно. А вы как депутат городской думы, что об этом думаете? Я думаю, что надо это внедрять в жизнь и учить детей нормально питаться. Тогда будет Правильно здоровье. питаться, Да, да. Я представляю представителя ресторана шашлыков. Меня зовут Евгений. Для стейка мы выбрали гарнир, рис с овощами. Как так полезно, рис тоже легкое, диетическое блюдо. Какая идея, зачем? Мы поддержали новый проект Александра Васильевны «Здоровое питание», потому что считаем, что здоровое питание, второе дело приготовить, а первое это какие ингредиенты мы получаем, правильно? Это зависит, первая работа с поставщиками, где мы берем какой продукт свежий, естественно, у нас очень жесткий отбор идет, работаем только с проверенными поставщиками. Второе это хранение продуктов, правильно? Его еще нужно правильно хранить, чтобы его в этом свежем свете не отравиться. И третье уже, конечно, это условия, где мы готовим, как мы готовим, требования по санпину. Я имею в виду. Это все такие сложности. А сейчас же вы школьников учите простым рецептом. Да, конечно, мы сейчас дали такие продукты, которые можно купить в любом магазине, и они недорогие. А брускету мы выбрали, потому что школьники любят очень бутерброды, любят очень гамбургеры, куриную грудку. Сейчас очень любят очень популярные стейки, да, шашлыки. Куриная грудка, она сама по себе, это мясо диетическое. И мы ее сегодня приготовим без остальных маслов, без растительного масла. Ничего не будет жариться. Все диетическое, полезное. Куриную грудку очень даже любят спортсмены. Там очень много белка, почти 25% белка. Не похвалите вашего всегда на случай учителя, да, имеете в виду шеф-повара? Шеф-повар у нас работал в Москве, потом по приглашению в Новосибирск он поехал в Новосибирск. И когда открывался первый шашлыков в Якутске, мы его пригласили в Якутск. Раньше по фронту своей работы ему приходилось сюда заезжать. И так как он очень полюбил Якутск, он без сомнений сюда решил вернуться. Работает с нами уже 3-й год. Да, мы очень рады, что мы нашли этого человека, потому что когда готовят с душой, еда намного вкуснее. Как его зовут, секрет? Алтын его зовут. Да. Алтын все? Да, Алтын. Он повар какого-то класса? Да, у него есть, конечно, 5-й разряд. Профессионал в своем деле, большой опыт работы. Вот поэтому мы доверили ему свою кухню. Спасибо.
Представь, пожалуйста, какой-то класс. Это 10 класс, 10 А, 10 Б первой школы. Я классный руководитель 10 класса. А как так получилось, что с поликлиникой номер 1 здорового питания, что случилось? Ну, с нами сотрудничает первая поликлиника. К нам приходит постоянно депутат Алевтина Эверстова. Да. И вот на вашей практике, да, были вот такие мастер-классы? Нет, это впервые такой мастер-класс. Да, первый раз, по-моему, вообще первый раз в истории. Да. То есть у них нет такого понятия, что уроки труда, приготовить что-то их теперь не учат, они только дома? Нет, у них есть такое. В одном из классов я знаю, что на уроках технологии они приготавливают что-то. Они учатся готовить, все равно девочки. А такого нету, да, вот именно здорового питания? Ну, например, яблоко можно есть вот это, а не вот это. Там. Вот Ну, это мы, нет. конечно, на классных часах им рассказываем, естественно. А на практике это сложно. Ну, не знаю даже. Это и родители воспитывают, наверное, детях тоже. А сейчас вот как вы относитесь к таким практическим занятиям? Ну, замечательно, мне очень нравится. И мне сказали, сейчас еще придут на настоящую кухню. будут Да, они запекать. там будут запекать, все, им будут показывать, как это делается. А вообще вот сейчас вот взяли вот из этого опыта, действительно ли дети так питаются, как им придется? Ну, правда, это правда. Ну, судя по моим детям, да, вот я смотрю, ну, кто-то питается, наверное, гамбургами и картошкой фри. А некоторые дети, я смотрю, да, прямо в семье пропагандируется здоровое питание, и они питаются, да. Даже вот мы приходим в кафе, допустим, какие-то дети заказывают себе гамбургер, а какие-то просто общаются и не покупают, допустим, бургеры и картошку фри. Ну, может быть, От семьи люди, зависит много. может, дети просто думают о том, что гамбургер, ну как сосиску съел на ходу и все. Ну, они, мне кажется, все равно знают об этом. В любом случае, они знают, что это вредно, но иногда себе могут позволить. Я не думаю, что вот эти вот дети постоянно питаются гамбургерами. Ну, просто удивительно, что действительно я первый раз вижу, что некоторые, наверное, кажется, ну же первый раз лук-то режут, судя по всему. Может быть, да? Спасибо, спасибо. Переворачивание данного пергамента, сколько раз его надо переворачивать? Ну, раз, наверное, 20. 15, да. 20 минут, 20 раз, 15 нет. раз. Каждый 2-3 минуты, наверное, сворачивать. Если не перевернуть, что произойдет? Сгорит. Сгорит? Да. А, с одной стороны сгорит. Да. Время приготовления стейка. Время приготовления стейка 20-25, да, 15-20 минут. Как определить, что он готов? Там же пергамент не видно. Ну, скроем, посмотрим вместе все. Скрытие покажет. Подскажите. Скрытие Я покажет, не сейчас знаю. посмотрим. Ну, она в любом случае становится твердым, когда уже готова. Ну как твердым, чуть жестковато уже становится. Не мягкая, а уже более такое. да? Да, Когда она прожарится, она становится твердая. да, да. А если другое мясо, то оно будет потом растекается. Нет, другое мясо тоже, когда уже готовится, она же, например, степень есть прожарки, да, медиум, она чуть мягкая будет. Вилдан это полная прожарка, она уже твердая будет. Да, есть. За это желательно мясо заказывать прожарку медиум, чтобы мягкая она была, там полусырое мясо. А когда вилдан полная прожарка, она уже становится твердой. Ясно, значит, все-таки мясо всегда становится твердым. Я так понял. Не, не готов. Девушки, а у вас опыт-то есть? Как интересно, нет? Познание. Это был первый опыт. Первый опыт. Первый опыт, да. Вот в этом, да, все. Мне понравилось. Но было жарко, но мне понравилось. Не, ну интересно, да? Очень Не надо масло растительное, завернул в бумагу. Да, в принципе, можно это сделать дома. Ну, вот поэтому вас и учат, Интересно. чтобы дома делали. А вообще в школе этому учат, нет? Или только в теории? Специально Нет, в школе учат не вот такой вот готовки, а там салатики нарезать и все такое. Учат резать, можно сказать. И не пораниться.
первые ребята из 26 человек приготовили свои блюда, и мы разговариваем с Валентиной Эвельсовой. Я так понимаю, вы организатор Да. всего этого действия. И что это такое? Как мама и бабушка 4 внуков, прекрасно знаю положение дел, что, к сожалению, нынешние подростки не умеют готовить. Им проще, например, заказать фастфуд где-то вот в мобильных приложениях, или родители, потому что очень заняты на работе, готовят полуфабрикаты или покупают полуфабрикаты. Также дети очень любят такие высокогазированные напитки, которые очень сильно подслащаются. И, конечно, это очень плохо влияет на здоровье. Во-первых, сахарный диабет у детей очень растет, заболевания желудочно-кишечного тракта. У детей вот такого подростка, к сожалению, очень много панкреатита и гастритов. В последующем они должны будут жить самостоятельно, поэтому вот наш проект был ориентирован на то, чтобы детям показать, что, в общем-то, сложности никакого нет для того, чтобы из простых доступных продуктов готовить очень полезные продукты и улучшать свое здоровье. И вот это будет такой пусковой момент для детей, чтобы они заинтересовались этим и уже в последующем могли сами у родителей спросить какие-то рецепты, могли посмотреть там в других информационных ресурсах, чтобы они по-умному подходили к своему питанию, потому что здоровье человека во многом зависит от питания. То есть это проект организатор поликлиника номер 1, или же вы как депутат городской думы, или же это вообще совместный проект с Это нашим наш совместный проект. Это наш совместный проект поликлиники, партии Единая Россия и меня как женщину, Да, маму это как очень, бабушку. это очень важно. Надо Как смотреть, бабушки. То есть вы против пиц, бургеров? Я не против пиц. Я не против пиц. Они должны присутствовать. Все-таки целые страны едят пиццу, да? Просто это должно быть качественно приготовлено, не на прогорклом масле, из хороших продуктов. И если будет это приготовлено дома, это будет очень полезно. И, во-первых, совместная готовка вообще объединяет семью. Очень многие семьи или молодые пары познакомились, когда там совместно готовили еду. Поэтому я считаю, что это также способ для укрепления семьи. А вообще вот проект «Здоровое питание», его Умное питание. еще начал главарь Да. Это в рамках приоритетного национального проекта здравоохранения. Там есть программа долголетия. И вот именно здоровое питание входит в этот национальный проект здравоохранения. То есть вы хотите сказать, не обязательно иметь спецпродукты, я имею в виду наши желебятина, это обратить внимание на то, что чем питаются дети. Да, потому что дети, к сожалению, жеребятину не все любят, и рыбу тоже пока не все понимают. Со временем, конечно, они к этому придут. Насколько мне известно, дети очень любят курицу. Очень любят курицу, очень любят бургеры, очень любят брускетты, очень любят напитки. И вот мы постарались сегодня с рестораном шашлыков, шеф-поваром, составить такое меню, которое бы им подходило. То есть это будет стейк из куриной грудки, овощи с рисом, салат будет. И также в дальнейшем им покажут, как делать морсы и чаи из таких местных продуктов, из ягод и из листьев. Ну, полезно будет. И сколько у вас будет проходить такая акция? Сейчас мы начали весной, в мае месяце. В последующем я планирую, что это будет постоянная акция. Мы начнем с сентября месяца на период учебного сезона. И вот ребята, которые вот 20 человек сегодня принимали участие, уже 4 детей согласились со мной уже по другим школам ходить и делиться вот этим опытом, помогать и рассказывать. Можно их в студию? Да, вот сейчас детей покажем. Детей. Так, ребята, кто со мной будет там? Кто со мной будет помогать? Ты, да? То, что Еще Саша и Дима, да? Саша и Дима пошли. Тебя как зовут? Саша. Тоже Саша, да? Это Еще вот, Саша и Дима. вот эти Ребята будут ребята помогать. решили помогать Да. в этой акции. Чем понравилась сегодняшняя такая не абстрактная вещь? Ну, я вообще готовить не умею. И получается, что это как бы первый опыт, который я получил при готовке, поэтому Проходите, проходите. для меня это было очень интересно и познавательно. Ну, в чем это интерес и в чем познавательность? Вот я давно хочу научиться готовить, и в этом году я начну учиться. Поэтому это как бы получается мой первый шаг.
Но основной опыт, наверное, то, что в пергаменте можно, не надо тратить растительное масло, да? Да. И чик, и все зажарить. И вот сейчас тебя пригласили принять участие в акции «Умное питание». Питание. Ага. И то есть ты будешь других учить уже, да? Ну, не учить, но, наверное, да. А если честно, в вашей школе как бы вот таким вещам учат или только в теории у вас получается? А какими вещами? Вот, готовить? У нас такое, ну, как бы только в теории. Сырный соус. То есть практика не получается. И что бы вы хотел сказать вот на камеру, что необходимо для вас сейчас сделать? Может быть, больше таких ресторанных вещей? Мне кажется, да, вот таких вот сотрудничеств, как с рестораном шашлыков, нужно больше, чтобы дети обучались тому, что им понадобится в взрослой жизни. Все, сейчас посыпался. Ну, мы прощаемся, а до следующей акции, если получится, мы тоже покажем.